Добрый день, уважаемые слушатели нашего YouTube канала. Мы хотим начать серию передач, посвященных принятию поправок в Конституцию России, голосование по которому будет 1 июля 2020 года. Я, как основатель интернет-портала Якутия Образ Будущего, как историк, хотел бы вначале высказать свое мнение, свое соображение на эту тему. Конституция, как основной закон, является основополагающим документом для развития любой страны. Но на каком-то этапе развития любая конституция требует изменений. Действующая Конституция России была принята, как известно, в декабре 1993 года. Прошло уже 27 лет, ситуация в мире и в России кардинально изменилась, и в связи с этим 15 января этого года президентом России во время своего послания к Федеральному собранию была озвучена идея о возможности внесения поправок в действующую Конституцию России. Для того, чтобы был максимально учтено мнение людей, граждан России, было принято решение вынести на общенародное обсуждение и голосование. Первоначально голосование по поправкам должно было быть 22 апреля этого года, но в связи с последними событиями новой эпидемии коронавируса было принято решение перенести на более поздний срок. И недавно была озвучена информация, что голосование по этим поправкам будет 1 июля 2020 года. Было внесено в общей сложности более 400 поправок. И сейчас в нашем обществе, в нашей стране идет активное обсуждение этих поправок, насколько они нужны, важны, есть ли в этом потребность. Но обсуждение, на мой взгляд, идет очень однобоко. Обсуждают, например, с подачи некоторых оппозиционных политиков обнуление президентских сроков действующего президента, либо какие-то отдельно взятые статьи. Но если мы обратимся и к общемировой практике, и к практике нашей страны, любая конституция, она рано или поздно меняется. И такое решение, которое предложил президент России Владимир Путин, на мой взгляд, является правильным и своевременным именно сейчас. Если мы вспомним, то при каких обстоятельствах была принята первая конституция России 1993 года, надо вспомнить, что в начале октября 1993 года произошло противостояние между президентом тогда Ельциным и Верховным Советом, парламентом России. Дело закончилось расстрелом танками здания Верховного Совета, и фактически в тот момент президент России Ельцин узурпировал незаконно власть в стране. И мы должны вспомнить, что в 1991 году, после распада Советского Союза, Россия оказалась на грани распада. Начинается так называемый парад суверенитетов, притом это касалось не только национальных республик, сейчас об этом почему-то умалчивают. На самом деле тогда шли разговоры о том, чтобы Уральскую республику создать, Сибирскую, Дальневосточную. И инициатива там исходила от лидеров русских регионов России. Наоборот, лидеры национальных республик, тогда в том числе президент нашей республики Михаил Ефимович Николаев, они настояли на подписании федеративного договора в 1992 году. И тогда шла борьба вообще о сохранении России. И нужно было принимать какую-то конституцию. И очень быстро было принято решение, что нужно эту конституцию принять. Хотя было много вопросов и тогда, потому что мы сейчас узнаем, что
при написании, при создании действующей Конституции России, которая была принята в декабре 1993 года, очень активное участие принимали американцы. Они тогда сидели вот в Белом доме, сейчас вот есть воспоминания министров ельцинской эпохи, тех же народных депутатов, сотрудников администрации президента России. Фактически они оккупировали и правительство, и администрацию, и как раз вот противостояние между президентом и парламентом, Верховным Советом, шло вокруг этой темы. Быть Россией независимой, или же она станет колонией, придатком Запада. И вот в 91-м, 92-м, 93-х годах шла борьба вокруг этого вопроса. И в 93-м году, когда в декабре принимали Конституцию России, в эту Конституцию включили целый ряд пунктов, которые мешали и до сих пор мешают развитию нашей страны. В частности, это статья о запрете принятия в России государственной идеологии, статья о Центробанке, которая фактически превратила Центробанк в филиал ФРС и Международного валютного фонда, финансовую удавку на теле России. Закон о том, что собственность может быть не только государственной, федеральной, муниципальной, но и частной. Из-за именно этой статьи вот эти 27 лет фактически шло разграбление нашей страны. И мы видим колоссальную разницу в доходах, когда несколько фактически людей имеют 87% национального богатства, сосредоточили в своих руках. И значительная часть наших денег, тех, что Россия как страна зарабатывает, они фактически уходят за рубеж. Создана так называемая экономика сверхприбыли. И это основано как раз на действующей Конституции. Еще одна статья, которая как раз должна измениться в новой редакции Конституции, это статья о признании верховенства международного законодательства над российским. И наличие этой статьи требует подчинения России международным различным актам, и фактически Россия должна следовать в фарватере разных международных институтов, которые контролируются теми же американцами, мировой закулисой. И все это вместе, оно не давало развиваться нашей стране. Многие люди этого не понимают, и когда говорят, что вот Путин хочет узурпировать власть, это люди, которые даже не читали вот эти поправки, не знают действующую Конституцию, не ориентируются вот в тех событиях, которые сейчас происходят в мире. И момент для объявления вот этих поправок очень, на мой взгляд, своевременный. 15 января 2020 года, когда уже было ясно, что ситуация в мире очень быстро начинает меняться, и в ноябре уже 2019 года появилась информация, что в Китае началась новая эпидемия коронавируса. Учитывая близкие отношения Китая и России, было очевидно, что эта информация была доведена и до высшего политического руководства России. И уже тогда, в ноябре 2019 года, было понятно, что это повлечет очень серьезные изменения. И вот эта пандемия, она уже была срежиссирована тогда, в конце 2019 года. Было очевидно, что существующая система мироустройства, она кардинально поменяется. И вот в этих условиях, когда появилась возможность России получить возможность самостоятельного развития, фактически мы, если называть вещи своими именами, имеем конституцию колониальной страны России. И именно из-за этого у нас подавляющее большинство людей живут на грани голодной смерти. Вот как показал вот этот кризис. И это вина не отдельно взятого вот действующего президента Путина, там, правительства и прочих.
Это базовые системные вещи были заложены и закреплены в Конституции и прочих федеральных законах, которые действуют во исполнении этой Конституции. Сейчас, после того, как эти поправки будут уже утверждены общенародным голосованием 1 июля, тогда появится реальная возможность изменить нашу жизнь к лучшему. И вокруг этого идут споры. Вот эти 400 поправок, конечно, много вопросов возникает, что частные различные вопросы включили в Конституцию. На мой взгляд, действительно очень много частных, мелких вопросов включили, но это все-таки, я думаю, неизбежное следствие вот этой борьбы, которая идет вокруг этой новой редакции Конституции нашей страны. И это только начало вот этой борьбы за то, чтобы Россия смогла самостоятельно развиваться, и те деньги, которые мы зарабатываем, наше российское государство зарабатывает, оно шло на пользу всех нас. И последние годы ситуация, как бы мы ни относились и к действующему президенту, к действующей власти, по сравнению даже вот с 90-ми годами, вот мы, люди, которые жили, можем сравнивать вот советская эпоха с 90-ми годами и нулевыми годами, когда к власти приходит Путин, мы видим различия. Безусловно, в 90-е годы, к концу 90-х годов, опять возникла угроза распада России. Вспомните вот 99-й год. Чеченские боевики, фактически финансируемые международными крупными корпорациями, они ведь начали вторжение в Дагестан. Была организована серия терактов в Москве и ряде крупных городов. У власти находилась семибанкирщина, то есть 7 банкиров фактически узурпировали власть. Пьяный Ельцин устраивал разные представления и фактически утратил всякий авторитет у народа и у политической элиты. И тогда опять встал вопрос о распаде страны. И когда в 99 году, 31 января, уже поздравляя с Новым годом, Ельцин в прямом эфире передал власть тогда его президенту Путину, конечно, казалось, что это какой-то временный человек, который уйдет, он так или иначе связан вот с этой ельцинской кликой, которые распродавали нашу страну в 90-е годы. Мало в это верилось. Но, как показали вот эти 20 лет, в нашей стране очень много изменилось. И последние события, которые связаны с событиями на Украине, с событиями в Сирии, на Донбассе, они говорят о том, что в последние годы удалось России создать очень сильную армию. И сейчас, после принятия новой редакции Конституции, руководство России оно должно, во-первых, организовать системную борьбу с коррупцией, которая как язва мешает нашему развитию. Мы же видим и понимаем на уровне вот и регионов, и на уровне Москвы, какие деньги люди разворовывают. Если у обычных полковников МВД там миллиарды находят денег, очевидно, что масштабы коррупции, они приняли огромный масштаб. И с этим нужно бороться. И мы видим, что некоторые товарищи, пользуясь вот этим моментом, говорят о том, что регионы должны быть самостоятельными государствами, что мы можем жить самостоятельно. Даже вот среди нашей интеллигенции, не секрет, бытует такое мнение, что Якутия может быть самодостаточной. У нас есть нефть, газ, алмазы. С другой стороны, они не понимают и даже забывают об уроках Алексея Кулаковского, который еще в 1910 году в «Сновидении шамана» он дал актуальный и сейчас геополитический расклад. Что будет, если Якутия вдруг станет независимым государством? И он говорил же вот, о китайцах, о японцах, американцах, что они сделают с нами. И к чему это приведет? Если Россия распадется на 80 с лишним независимых государств, кто от этого выиграет?
В любом случае, Россия, чтобы развивалась, необходима сильная власть. Необходимо единство. И сейчас, когда мы видим те события, которые происходят в мире, в Америке, в Европе, на Ближнем Востоке, происходит ведь распад, мировая гибридная война идет. И очевидно, что в одиночку не выжить. И даже вот население России, которое сейчас составляет 146 миллионов, его недостаточно. И поэтому необходима вот евразийская интеграция, необходимо сотрудничество с тем же Китаем и другими заинтересованными странами, с той же Объединенной Европой, с теми же американцами, с Ближним Востоком. Но для этого необходимо иметь силу. И на Востоке, и на Западе во все времена ценили только силу. Будет у России сила, с нами будут считаться. Если не будет силы, нас просто раздавят и уничтожат. Логика такая. И в политике есть такое правило, что политика — это искусство возможного. Те люди, которые критикуют вот действующего президента Путина, действующую власть, они не понимают, что нельзя вот нахрапом одномоментно все время изменить. И вот многие лидеры оппозиции действующего, те же коммунисты, те же ЛДПРовцы и другие партии, они как бы критикуют местную действующую власть. С другой стороны, они давно стали ее частью. Тот же Зюганов, например, в 1996 году ведь выиграл выборы у Ельцина. Но он не пошел, он не стал бороться за власть и не стал менять систему, как это сделал, например, Лукашенко. Лукашенко именно в эти годы, в середине 90-х годов, пришел к власти и превратил очень бедную Белоруссию в сильное, процветающее, независимое государство. И даже сейчас мы видим отношение Беларуси вот к этой истерии вокруг новой эпидемии коронавируса. У них же даже чемпионат Беларуси по футболу продолжается. У них нет таких ограничений, таких карантинных мероприятий и нет всплеска ни по смертности, ни по заболеваемости. И это говорит о том, что тот же Зюганов, если бы он действительно был бы коммунистом, большевиком, как он о себе говорит, то он бы на практике, в реальности, вот те идеи вроде как хорошие, притворил в жизнь. Но ему выгодно сидеть в сторонке, критиковать власть, умничать и ничего не делать. Ему это выгодно. И другие деятели вот оппозиции, тот же Навальный, нынешний этот Платошкин и прочие деятели, которые критикуют действующую власть, кто они и что они, кто их финансирует, кто раскачивает вот эту лодку в России сейчас, в самый сложный момент времени. И как бы мы ни относились вот к этой новой эпидемии коронавируса, конечно, там возникает очень много вопросов, действительно ли это такая страшная эпидемия, но все равно эта эпидемия кардинально изменила мир. Система ценностей меняется. И мы начинаем отделять то, что действительно важно, от того, что не нужно. Вот этой шелухи. И люди, которые сидели вот в карантине уже более 2 месяцев, они уже начинают по-другому оценивать жизнь. И вот мы видим очень интересные процессы. Вот и в Москве, и в регионах происходят. Люди из городов начинают, например, в сельскую местность уезжать. Они начинают ценить настоящие ценности. Это вот семейные ценности, связь с землей, чистые экологические продукты. И люди уже будут по-другому относиться к той же свободе. Фактически вот же мы 2 с лишним месяца, как заключенные, сидим дома и с масками ходим. По сути, вся страна наша оказалась в заключении. 2 с лишним месяца мы изолированы, сидим. И вот радость даже человеческого общения, возможность быть на природе, мы это утратили. И сейчас мы должны вот это ценить и понимать. Но с другой стороны, если заглянуть за пределы нашего дома, что происходит в мире, посмотрите, что происходит
в Соединенных Штатах Америки, что происходит в Европе. Люди не понимают, например, у нас в России до сих пор мы живем на самом деле очень хорошо. Есть миллиарды людей, которые голодают. Даже по официальным данным из 7 миллиардов 600 миллионов человек 4 миллиарда человек голодают или находятся на грани голода. А у нас, посмотрите, вот и в России, и в Якутии, как мы живем. У нас есть экологически чистая продукция, есть воздух, которым мы дышим. Возьмите вот крупные города, миллионники, в том же Китае, в Европе. Что происходит? Мы вроде как завидуем Европе, вот альпийские луга, леса, а на самом деле европейцы же уничтожили свои леса. Там искусственный лес, который не вырабатывает кислород, и люди не имеют возможности дышать чистым воздухом. С одной стороны, вроде мы тоже завидуем Китаю, но оборотная сторона экономического развития – это экологический ущерб. В крупных городах-миллионниках того же Китая людям невозможно жить. И сейчас, если мы изменим нашу конституцию, если не будем воевать друг с другом, найдем общий путь развития, к России будут тянуться. Мы станем опять, как в сталинскую эпоху, ориентиром для развития мира. Потому что у нас есть все для развития. Чистая земля, огромное количество земли, воздуха. Мы можем развивать промышленность, сельское хозяйство. Главное, чтобы те деньги, которые мы зарабатываем, они шли не на пользу отдельных олигархов, близких к власти, а на пользу народа. И это можно только сделать объединенными усилиями и действующей власти, и народа. Потому что иначе, если будут просто очередные обещания со стороны действующей власти, того же Путина, предел терпения народа тоже ограничен. Он существует. И если не будут революции сверху, если реформы не будут проводиться сверху ради народа, то произойдет революция снизу, как в 1917 году. И народ сметет и государство, и действующую власть. И Путина также убьют, как Каддафи. Здесь вопрос жизни и смерти. А если не будет Путина, рухнет вся система. Вся система власти в России. Начнется гражданская война. Люди будут убивать друг друга. Будет голод, холод. Все встанет. Кто этого хочет? Вот те политиканы, которые критикуют, они фактически же ведут к этому. Вы этого хотите? И вот когда будете думать о том, что вы будете делать, каждый человек, он делает же свой выбор. И сделайте свой правильный выбор 1 июля 2020 года. Спасибо.